выборами я была, смотря на все действующее, что происходит в нашей краине, то мне не нравилось, что творится, что постоянно сокращаются бесплатные бюджетные места, в каком находится плачевном состоянии наша медицина, и будущего для своих детей в нашей стране я не видела. В связи с этим я начала интересоваться политическими всеми аспектами, творящимися на тот момент, предстоящими выборами. Приняла активное участие в данных выборах. В телеграм-каналах вела группы, чаты, организовывали мероприятия. Вроде изначально нас никто не трогал. Когда прошли выборы и мы узнали результаты, моя семья была очень возмущена, и мы вышли к Стелле. Там было, как и очень много людей. Все просто были в каком-то шоке от того, что в наглую просто так вот соврали и плюнули им, просто сказать можно, народу в лицо. Когда начали забрасывать гранатами, то мы оттуда ушли. А 10 числа я детей вывезла за город. И остался со мной только старший сын, который также должен был уехать за город. Он поехал к вокзалу на троллейбусе, вышел из троллейбуса, его схватили, бросили в бус, и только через 3 суток я узнала, что он находится в Жодино. После его освобождения мне предложили уволиться с работы. В результате к нам пришли из органов опеки. Перед этим они опросили всех соседей, есть ли дети дома, и после того, как они узнали, что детей нет, они только тогда позвонили в дверь. Я открыла, детей не было, они ушли. И в понедельник, это была пятница, а в понедельник к нам вломились с обыском. Без каких-либо документов, не представляясь, и мы не понимали вообще, кто это. И после изъятия всей техники нам порекомендовали уехать из страны. Либо последствия будут намного плачевнее. Сім'я звернулася до нас по допомогу у набытті лекаў, тому що для сина потрібні були лікарства. Так само просили набыць абутак, тому що люди виїхали у вельмі хуткім темпі, і тому сезонного абутку у них не було. Вот, и мы приняли рашэнне, што зможам дапамагчы людзям, знайшлі гэтыя сродкі і вось запрасілі іх сёння да сябе ў Варшаву. Таму яны ў нас. Ну что надо? Работать. Не останавливаться, не сидеть на каких-то помощях или что-то там, бегать там. На себя надо надеяться. Идти на работу, устраиваться и работать. Тогда что-то в этой жизни добьешься. Ну раз мы уже сюда приехали, то назад точно нет дороги в Беларусь. Спасибо огромное за кроссовки, мне очень понравились они.